Ассаламу алейкум. С вами Магомед Ялхаро, гильдия гидов Ялхаро. Я нахожусь на дороге Бамут-Ялхарой. Это реставрированная жилая башня, полностью восстановленная в населенном пункте Эги-Чож. При строительстве дороги у него была просадка. Сейчас его полностью восстановили. Она поднимается ступенчато из воды. Вон видна дорога, а вон видна пропасть. Будет время, через это ущелье будет мост, и на той стороне тоже построим такую же жилую башню. И это будут Нахские ворота средневековые. Когда-то эта башня как раз и выполняла эту функцию. Этой дороги не было, были только конные тропы внизу по реке. И эта башня выполняла функцию. Вон, видите, на той стороне тоже башня. Я сейчас увеличу, и вы увидите в лесу ее остатки. То есть с двух сторон эти башни охраняли вход в ущелье реки Фортанги. В принципе, зайти в это ущелье было невозможно до изобретения пороха. Это самое узкое место. И эти ребята знали, где строить. Построили на этой стороне и построили вон там в скале. Еще раз я вам показываю, в лесу, видите, вон остатки башни. Это уже Ингушетия. Придет время, мы восстановим и на той стороне с братьями-ингушами. И соединим эти две башни навесным мостом, который будет называться Нахский мост ущелья Фортанги. Да, ламула. Не буду дальше спускаться. Ладно, все равно попробую, чтобы было понятно, как правильно эти ребята выбирали место для строительства фортификационных сооружений. Чувствуете? Вот так вот ступенчато башня поднималась. А снизу отвесная скала. Да, хавали. Да, эти древние ребята в фортификации разбирались. Они знали, где строить военные укрепления, чтобы держать натиск кочевников с равнины. В принципе, пройти это место было бы очень тяжело. Вот видите, с двух сторон скалы, с этой стороны и с этой стороны. И очень узкое ущелье. Вполне логично, что здесь фортификационные сооружения были самым оптимальным вариантом. С помощью Всевышнего мы вернем славу наших предков. Да, ламула.